Приветствую вас, дорогие телезрители. В прямом эфире канала «Ингушетия». Программа «Главная». Меня зовут Рина Цычоева. И сегодня мы говорим о защите прав предпринимателей. И до начала основного обсуждения предлагаю вам просмотреть видеоматериал. Предприниматели обеспечены правовой защитой, как и все граждане нашей страны, занимающиеся определенной деятельностью. Права и законы интересные бизнесменов охраняются различными законами – Конституцией, административным кодексом, трудовым, уголовным и гражданским. Под способами защиты субъективных гражданских прав понимаются закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление, признание нарушенных, оспариваемых прав и воздействие на нарушителя. Сегодня мы попытаемся разобраться, что делать, если права предпринимателя все же нарушили и куда ему лучше обратиться для восстановления справедливости. Но для того, чтобы узнать, как же восстановить справедливость и что вам делать, если ваши права нарушены, мы сегодня позвали к нам в эфир участников программы. Это Мурат Хаматханов, полномоченный по защите прав предпринимателей Ингушетии, Рамзан Евлоев, заместитель руководителя Ингусского УФАС России, и Ахмед Богатырев, прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ингушетии. Я вас приветствую в нашей студии. И для начала мне бы хотелось задать вопрос уполномоченному по правам предпринимателей. Вот расскажите, как часто предприниматели сталкиваются с нарушением прав, и мне бы хотелось, чтобы вы немного подвели итог своей работы по защите прав предпринимателей. Но если говорить об итогах, всего обращений с начала деятельности 1274 обращения, за прошедший год 236. Здесь у нас рост 11%. Из них 58 жалоб. 12 из них связано с грантовой поддержкой по линии Министерства сельского хозяйства. Имущественные земельные отношения 9 жалоб. Невыполнение договорных обязательств по государственным муниципальным контрактам 6. И вопросы, связанные с Федеральной налоговой службой 3. И вопросы, связанные с федеральным законом 115 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, 2 обращения. Ну, там остальные разного рода жалобы на добросовестную конкуренцию, содействие получения там справок, содействие получения статуса инвестора, отсрочки платежей, содействие получения микрозаймов, такого рода. Что касается вот письменных жалоб, здесь у нас очень серьезный рост, как бы 2,75 раза. И вместе с тем, случаи, когда нам удавалось решать в пользу предпринимателя серьезные достаточно вопросы, в 3,5 раза у нас по сравнению с прошлым годом выросло. Что касается вот обращений и жалоб, я не думаю, что это только все люди, которые, значит, на которых оказывалось давление или права, которые ущемляют, что они все к нам обращаются. Многие не знают о том, что есть такая структура, хотя мы стараемся при каждом удобном случае заявить о том, что такой институт уполномоченный есть. Некоторые не хотят связываться, потому что, ну, может быть, не уверены в том, что нам удастся отстоять права. Нередко случаи, когда приходят жаловаться, мы даем разъяснения, люди понимают, что им проще, как бы сказать, но они не всегда правы бывают. Это достаточно много таких случаев. Вам удается убедить в том, что да, да, мы объясняем, мы показываем, и только тогда предварительно проводим как бы быструю экспертизу. Иногда бывает, они напишут заявление, а потом, когда мы запрашиваем документы, у них нет соответствующих документов, да. Вот. Большая часть, конечно, мы стараемся не разводить бюрократию, а в телефонном режиме решать некоторые вопросы. Очень хорошо у нас выстроены отношения с контрольно-надзорными органами. Это благодаря той поддержке, которую мы получаем, в первую очередь, от прокуратуры республики, от монопольной службы по республике Ингушетия. Вот у нас тесное взаимодействие с ними связано. Как бы мы завязаны по этим вопросам. В Ингушетии зарегистрировано более 10 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Да. Вот вы можете назвать 3 основных нарушения, с которыми чаще всего приходится вам в работе сталкиваться? Ну, как я сказал, это вот именно больше всего жалоб на распределение грантов, больше всего. Так было, когда распределяли гранты по линии Министерства экономического развития, и сегодня это вот по линии Министерства сельского хозяйства идет.
На втором месте это имущественно-земельные отношения. Практические вопросы там, выделения земельных участков, помещений, подведения бизнеса, у нас эти вопросы практически не решаются, не стоят. И на третьем месте у нас вот невыполнение договорных обязательств по государственным муниципальным контрактам. В том числе здесь даже есть 2 человека со стороны из других регионов Российской Федерации, которые с жалобами обратились к нам, просят содействия в погашении задолженности за оказанные услуги и выполненные работы. Дорогие телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и если вы предприниматели или ваши права нарушены, звоните к нам в эфир, и наши эксперты помогут вам разрешить вашу проблему. Вот расскажите, какими основными правами обладают предприниматели? Интересуют личные, имущественные и неимущественные права? Я не совсем понял вопрос. Вот права какие основные у предпринимателей? Но он имеет право получить поддержку в плане, как мы можем получить земельный участок безвозмездно. У нас одно время так, по крайней мере, об этом говорили, но на льготных условиях. Может получить помещение, если оно свободно, такое помещение есть, тоже, так скажем, на таких доступных, цена была, чтобы доступна, удобно была. Имеет право получить господдержку в виде льготного кредита, получить грантовую поддержку. Это пока по линии Министерства сельского хозяйства. Значит, вот пока вот такая ситуация. Вот если бизнесмена право нарушено, и я к вам обращаюсь, в первую очередь, чем вы мне можете помочь? Это все-таки работа такая более просветительная, да, законодательная, вот, рассказывать, какие у меня права есть, и оцениваете, да, мою жалобу, расскажите. Или вы направляете другие надзорные органы? В первую очередь, когда обращается предприниматель, мы внимательно изучаем ситуацию. Да? Если, значит, необходимо, делаем запрос в ту структуру, на которую жалуется предприниматель. Иногда бывает нам и не отвечает. В этом случае мы быстро подключаем прокуратуру республики, да? И тогда мы получаем ответ. И дальше мы смотрим. Если в соответствии с законом, мы можем только принять меры как? Если действительно законные права этого предпринимателя нарушены и время не упущено, то мы меры предпринимаем и вопросы решаем в пользу предпринимателя почти всегда. У нас достаточно высокий процент разрешения вопросов в пользу предпринимателя. Вот вы сказали о том, что у вас высокий такой процент. Вот если говорить примерно, вот, насколько высок процент, вот сколько вот за этот год, за прошедший год, сколько вот в пользу удалось вам разрешить? Но серьезный вопрос, я не говорю о мелочах, серьезный вопрос, это те, что размещается на сайте федерального уполномоченного, 12 у нас как бы побед считается. Это очень много, учитывая, что некоторые регионы СКФО даже ни одной такой не имеют, некоторые. Вы сказали о том, что очень часто нарушаются права именно по грантовой части. Да? Что это значит? Вот какие именно права нарушаются? То есть это распределение грантов или... расскажите. Ну, знаете, там сложность в чем? Вот, обратилась сейчас за получением гранта по линии агростартап. Порядка 900 человек, 872, что ли, если мне память не изменяет. А всего грантов порядка 170 вот, человек получит. И вот на этапе, когда проходят они вот это, именно это ходят, часто бывает, что не объясняя никаких причин, да, документы оттуда просто выбрасываются. Такие случаи у нас нередко. Вот мы такие фиксируем, такие моменты. По ходу были такие моменты, когда менялись правила. Если предприниматель участвует, фермер участвует в конкурсе, и он в силу чего-то не проходит, его должны своевременно известить о том, что он выбывает из конкурса. Мне подсказывают, что у нас звонок, давайте его примем, а далее продолжим. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем. Сядьте к вашему, да, говорите. Подсобное хозяйство, полтора гектара, Тунгой, Муса Висмевича, 61 год рождения. Дай Бог, да, капсы течет, на масоги. Юрт, да, голова ревона, здесь Махмуду, голова хозяйства министра, что самостный ключа, приялся ключа, письмо, сюх касат, юнис бэмки, скрипти, сукулья, метки хаву ярсун. Аласа категория, метки полтора гектар, 10 раз.
У меня 18 голов. Корт босса ял даже не тайт говори. Здесь хозяйство лили, да какая глаз, вот семей цены сей. Цоука, овцо, висяуксо, ханц. Подиш баады ханц. Ишкиаты маздахам, зейт Махмад, хоуз голова В чем ревана. вопрос, вот, именно вопрос в чем, вот расскажите мне. именно лят диж ورثة خزاس ليلي بقول يبيع مدينة عم مدينة خزاس ليلي عم حليل دي قدر دي أزير زي فومس يا أخذ يا عم دات بتشوفني خزاس تسميني بدي أجهز حمني تذكرني غدا سوقاتي عشان شكل خلاص دي أكتبوا باتش Баркал Тухитурхи, вот расскажите, именно вот человек хочет заниматься сельским хозяйством, хочет заниматься предпринимательской деятельностью, какую помощь вы вот можете оказать им? Так, я хочу сказать, что мы очень многим предпринимателям помогали получать земельные участки, и даже достаточно большие площади, и 200 гектаров, и 100 гектаров. Просто с приходом главы нового, да, Махмуд Али Макшарипович, и в связи с тем, что там достаточно много нарушений в этой сфере, да, землепользования, значит, отдал распоряжение не выделять ни одного участка никому. Пока эта работа у нас приостановлена. К сожалению, вы пока не можете, да, оказать помощь? Сейчас я не могу этим. Я могу, если эта работа будет продолжена, я прошу, пусть он обратится к нам. Мы расположены по адресу Магаз, улица Кайсына Кулиева, 15. Вторая квартира, это там в мечети, во дворе, как бы налево от мечети идешь. Приходите в аппарат уполномоченного. Если вы услышите, что эта работа началась в республике, мы вам постараемся помочь. Вот расскажите, если вот что нужно иметь в хозяйстве вот, начинающему фермеру для того, чтобы оказать такую помощь? Там определенное количество голов, да, вот, скота? Или, вот, расскажите нам. Ну, конечно, если, ну, у него, если он 10-15 голов имеет, это уже видно, что он начинающий фермер, и у него есть возможности, есть помощники, может, у него там сын, там кто-то, я не знаю, кто-то еще может ему помочь в этой работе, да. И главное, что у него есть желание, и чтобы была хорошая характеристика, чтобы и сельчане, что-то, значит, общественность поддержала его, потому что люди знают же все друг друга. И обычно вот мы так вот подходим, выезжаем на место, спрашиваем. Иногда к нам ходатайство, значит, бывает подписано общественность. Вот в таком режиме мы работаем. Хотя это не прямая наша как бы работа, но мы стараемся помочь. Мы вас поняли, мне подсказывают, что у нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, мы вас слушаем. Салам алейкум. Садик Хашин, озвучите свой вопрос. Действующий фермер was 3 года хал ходил, грант и целый миллион. Таган диана, а зухдеев как я заслужил диана, а городской чуть от два несколько вуса. Но лилдиш лят дысы, погита лят, лилдиш дохам дысыч. Расширение фермерской крестьянской семейной программы юдиш, скял заслужил диана, а чах вогба. Что-то два яхаш. Вопрос? Мы слушаем городскую чуть, мы постоянно слушаем, что что лилдиш лят сукал, дохам сукал лилдиш диана. Что несколько вахли, что обычно что динамично хейт миша. Мы вас поняли. Вот что можете сказать в этом вопросе? Я не совсем понял вопрос. Он говорит, у него претензии к нему, потому что он живет в городе, да? Да. Может ли он там заниматься? Вот здесь? Но почему он не может? Конечно, он может заниматься. Но просто очень много случаев, когда таких мошеннических действий, да, со стороны отдельных людей, но это не надо, в каждом случае надо разбираться, надо выяснять, надо, это же не секрет, все знают, кто работает, кто не работает. У нас республика очень маленькая, да. Пожалуйста, пусть обращается, если к нему там необоснованные претензии к нему предъявляются, то мы сможем разобраться. Мы можем помочь. сказать, что это как-то нарушение его прав? Вот если ему не дают вы не заниматься, совсем, вы знаете, полностью обвинить сотрудников Министерства сельского хозяйства нельзя. Очень много случаев, когда не имеет никакого скота, ничего не имеет, приходят кому-то, говорят, условно говоря, там, ты мне скажи, что вот это мое, а по факту у него и курицы нет ни одной. Поэтому люди, я понимаю тех сотрудников министерства, которые перестраховываются, это нельзя назвать как бы нарушением, но... Но когда к вам приходят вот, люди, вот, желающие развивать свой бизнес или создавать его с нуля,
нуля. Вы выезжаете на место, оцениваете их возможности. Есть ли у вас специальная комиссия какая-то, кто разбирается вот в этом? Это не совсем входит в наши обязанности, просто мы в силу того, что как бы этот институт, он создан для поддержки малого и среднего бизнеса, создан, да, и для крупного бизнеса, мы просто берем на себя инициативу. Не всегда это правильно понимают некоторые структуры, в том числе даже работники Министерства сельского хозяйства. Значит, они какие-то, может, у них свои какие-то мысли появляются. Есть у нас специалисты, у нас есть эксперты из числа фермеров, которые входят в общественный совет при уполномоченном. Мы подключаем их. И в каждом районе у нас есть, значит, общественные помощники уполномоченного. Практически мы можем выяснить ситуацию по любому фермеру. И вот в таком ракурсе работаем. Мы вас поняли. Мне бы хотелось перейти к заместителю руководителя Ингушского УФАС в России. Вот расскажите, именно вот, как предприниматель защитить свои интересы посредством антимонопольной службы? Вот какую работу вы проводите? И вот к вам часто ли обращаются предприниматели, чьи права нарушены? Да, действительно, у Федеральной антимонопольной службы большой арсенал мер, которые мы можем применить к нарушителю. Это предписание, предупреждение, предостережение, также меры административной ответственности, соответственно, КОАП. Вот в прошлом году могу сказать, что у нас поступило более 200 жалоб, из них рассмотрено порядка 130 жалоб и выдано более 100 предписаний. Это также выдано 39 предупреждений, которые исполнены органом власти. В основном обращаются предприниматели, это жалобы поступают в основном по госзаказу, это у нас по 44-му закону, Федеральный закон о контрактной системе. Мы рассматриваем в течение 5 дней все эти жалобы, решение направляется предпринимателям, также направляется заказчикам и выдается предписание. Данное предписание обязательно для исполнения заказчиком, и мы считаем, что вот такими мерами мы восстанавливаем права предпринимателей. Также хотел отметить, что мы выдали 39 предупреждений, как я сказал, это органам власти, органам местного управления. В основном нарушения были допущены при издании нормативных актов. Это такие акты, которые ограничивают конкуренцию. Например, преференции давались отдельно хозяйственному субъекту. И в случае обращения заявления и по собственным проверкам, если мы выявляли такие нарушения, мы выдавали предупреждения, и данные акты отменялись. Скажите, предупреждение в течение какого срока оно должно быть исполнено? Это срок устанавливается антимонопольным органом, и мы примерно, если необходимо провести торги, мы исходим из того, что, например, месяц необходимо для проведения торгов, обычно мы даем 2 месяца, чтобы провести торги, заключить договор и отчитаться нам. А удается предпринимателю как-то вот уложиться в эти сроки определенные, которые вы вот... Да, смотрите, предупреждение выдается органу власти, и предприниматель в случае, если мы выдаем предписание, мы иногда, в некоторых случаях выдаем, чтобы торги проводились повторно, и у этого предпринимателя есть возможность повторно участвовать. И во многих случаях действительно вот, мы считаем, что мы помогаем бизнесу и восстанавливаем права, и данные предприниматели участвуют и принимают участие в торгах, и иногда становятся победителями. Расскажите, в каких случаях, можете привести примеры, случаи вмешательства в гражданско-правовые отношения? Да, в нашей республике, если брать гражданско-правовые отношения, это когда заключен договор, например, я возьму, чтобы наши зрители более четко понимали, это когда заключаются договора между предпринимателями и ресурсоснабжающими организациями. Это поставка электроэнергии, поставка газа и водоснабжения, водоотведения. В основном допускается именно нарушение такими организациями, которые занимаются ресурсоснабжением. Вот последние жалобы, которые к нам поступала, это на энергетиков. Мы рассмотрели данную жалобу. Там был составлен акт в отношении предпринимателя и акт о безучетном потреблении, и сумма штрафа, которую наложила ресурсоснабжающая организация, составляла 26 миллионов. И мы все понимаем, что если предприниматель заплатит 26 миллионов, он может уйти с этого рынка, и действительно там будет какое-то ограничение. По результатам рассмотрения мы выдали предписание, чтобы отозвали данный акт и восстановили права данного предпринимателя. Вот расскажите, чаще всего нарушают права индивидуальных предпринимателей или юридических лиц? Чаще всего юридических лиц, потому что к нам больше обращаются юридические лица,
И в случае, если обращается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, для нас как таковой разницы нету. Единственное, у нас, когда мы выдаем предписание, для ресурсоснабжающей организации данное предписание обязательно для исполнения, мы устанавливаем срок. Но в то же время вот есть случаи, когда ресурсоснабжающая организация не согласна, обжалует в суд, но в основном решение принимается в нашу пользу. Вот я, к примеру, я предприниматель, и мое право нарушено. Вот как мне составить жалобу и как мне к вам обратиться? Это должна быть письменная жалоба, или я имею право на электронную почту вам ее отправить? И вообще, вот расскажите, именно чаще всего какие вот права нарушены? Вот три главных прав, которые нарушены. Да, большая проблема тоже со стороны предпринимателей, когда они нам направляют жалобы, есть электронная цифровая подпись. В соответствии с законом обязательно, если вы направляете через электронную почту, то необходимо подписывать электронную цифровую подписью. В основном к нам жалобы поступают просто в отсканированном виде, и мы такие жалобы возвращаем. Но чтобы не нарушать права и чтобы предприниматель понимал, что он может повторно обратиться, мы указываем, что у вас есть право обратиться повторно, но с соблюдением такого законодательства и с подписью ЭЦП. Вы тоже все-таки ограничены в своих возможностях. Вот расскажите, с какой проблемой вы сегодня сталкиваетесь в сфере защиты прав предпринимателей? Что не удается сделать, что удается чаще всего? Смотрите, у нас вот раньше у нас как было, до вступления 4-го антимонопольного пакета у нас и к нам могли обращаться и физлица, и юридические лица. Сейчас, в случае, если поступают к нам жалобы от физлиц, мы такие жалобы возвращаем и отправляем или жилищную инспекцию, или Роспотребнадзор. Мы считаем, что именно именно такие изменения, которые внесены, чуть-чуть ограничили нас, но в то же время жалоб хватает. А как осуществляете антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности? В 2019 году нашим управлением, если, так сказать, проведена огромная работа, мы не только занимаемся контрольно-надзорной деятельностью, так и в нашу функцию входит развитие конкуренции. И мы совместно с уполномоченным по правам предпринимателя проводим каждый год открытый форум, пытаемся чтобы был диалог между властью и бизнесом. И мы считаем, что в прошлом году мы провели порядка 10 таких мероприятий, это публичное обсуждение, доводим до предпринимателей, также до органов власти нашу практику, которая у нас имеется, чтобы такие нарушения в дальнейшем не допускались. Вот, а как взаимодействовать с аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей? Расскажите. У нас имеется соглашение, которое мы заключили в 2016 году с уполномоченным по правам предпринимателей. В случае, если поступает жалоба, которая относится к компетенции ФАС, уполномоченный по правам предпринимателей нам пересылают эту жалобу, и мы в соответствии с нашим полномочием рассматриваем. Я помню, позапрошлом году к нам поступала жалоба от уполномоченного по правам предпринимателей, это по ярмаркам. Действительно, жалоба была очень актуальна для нашей республики. Там у нас в республике отсутствовал нормативный акт, который регламентирует проведение ярмарок на территории Республики Ингушетия. Мы выдали предупреждение правительству, и в настоящий момент такой акт у нас имеется. Мне бы хотелось перейти к вам. Вы ранее говорили о том, что только за определенный период, 10 дней, что ли, вы отправили 3 жалобы в антимонопольный орган. Расскажите, о чем эти жалобы? Это в прокуратуру. Прокуратуру, да. Даже Мне не бы хотелось 3, сначала это слышать, а потом перейти. По 5 предпринимателям. Речь идет о 3 предпринимателя задолженность за выполненные работы по государственным муниципальным контрактам. Тарасенко, Керащенко и Цароева Мака. Мы, когда проводили заседание межведомственной рабочей группы, я докладывал этот вопрос заместителю прокурора. Он попросил написать письмо, и мы срочно его отправили. И 2 письма было направлено по 2 предпринимателям касаемо грантовой поддержки по линии Министерства сельского хозяйства. Уже эта работа пошла. Вчера мы получили письма, уведомление
от прокурора республики, что бумаги направлены, соответственно, значит, районных прокуроров, это города Магас и города Назрань. Расскажите, в чем суть этих обращений, вот, которые вам поступили? Ну, вот, в частности, получили изделия, кормушки, значит, с Ульяновской области, и не оплатили денег, не заплатили. Вот, там, как объясняют работники мэрии, якобы эти кормушки неисправные. Но если неисправны, их надо было составить, заактировать надо было, да, и отправить письма, значит, с уведомлением о вручении, чтобы предприниматель не мог сказать, что он их не получал. Как утверждает предприниматель, он такие письма не получал. Второе письмо, это касаемо, вторая жалоба касаемо Минздрава. Там, по-моему, станция переливания крови, да, получила какие-то товары, значит, да, медицинские и не оплатила. Тоже жалуется. И В чем в итоге, как там удалось их ну, решить? пока пользу? только это самое, пока только вопрос решается. И третье, вот 2 МЭК удалось частично сдвинуть вопрос с мертвой точки. Начали они выплачивать по 30 тысяч рублей там что-то в неделю. А потом выплаты приостановились, вот поэтому я вынужден был вот подключить и прокурора. Мы вас поняли, вот говоря с прокуратурой, хотелось бы вас спросить, вот именно как надзорный орган, какую вы осуществляете деятельность вот, в защите прав потребителей, предпринимателей, расскажите. Ну, добрый вечер. Прокуратура — это непосредственно централизованная система органов, осуществляющая надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и иных законов, действующих на территории Российской Федерации. Непосредственно касаемого защиты прав предпринимателей, прокуратура касаемого тех заявлений, тех обращений, которые поступили в прокуратуру в рамках приведенного межведомственной рабочей группы, в которую входит состав так же, как и уполномоченный по правам по защите прав предпринимателей и УФАС, Управление Федеральной антимонопольной службы. Данные обращения были в ходе рассмотрения приняты, точнее, было дано указание о принятии данных обращений. В настоящее время данные обращения направлены для рассмотрения в прокуратуру города Магас и в Назрань, которые находятся на контроле у заместителя прокурора республики. В части касаемо, больше касается вопрос, это по исполненным государственным муниципальным контрактам. Эта проблема в республике сейчас очень актуальная. Почему? Потому что большое количество тех контрактов, которые на сегодняшний день исполнены, но не оплачены по тем или иным причинам. В связи с чем прокуратурой принимаются меры прокурорского реагирования, вносятся соответствующие акты, представления, и в отношении тех или иных лиц принимаются меры административного характера, касаемого несвоевременной оплаты, по недоведенным лимитам денежных средств по заключенным контрактам, а также несвоевременной оплаты. Вы сказали о том, что предпринимательская деятельность, она регламентируется нормативно-правовыми актами. Вот расскажите, еще какими, помимо этими актами, есть ли еще какие-то законы, которые помогают вам, вот, как прокуратуре, проводить проверку, и какие полномочия у вас на сегодняшний день есть? В настоящее время действующей системой это то, что сейчас происходит в России, именно развитием таких субъектов малого и среднего предпринимательства, точнее нарушение их прав, действует федеральный закон 294 о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля, в котором конкретно определены порядок, требования при проведении плановых, внеплановых проверок, их согласование с прокуратурой. В частности, прокуратура ежегодно в прокуратуру поступают от органов государственного контроля и надзора проекты планов, которые непосредственно согласовываются с прокуратурой и
утверждаются тем или иным органом, в отношении которого будут проводить те или иные проверки. Расскажите, вот если право, вот я предприниматель, мои права нарушены, и именно как мне составить жалобу в прокуратуру? Мы ранее с вами говорили о том, что это можно сделать и в электронной форме, да? Намного сложнее. Вот многие люди, исходя из этой канители, не хотят собирать документы, потому что это сложно. Что необходимо предпринимателю собрать и как к вам обратиться, как к прокуратуре? Но сегодня любое лицо, как и предприниматель, может обратиться в прокуратуру. Непосредственно этим занимается у нас прокурор по приему рассмотрения обращений. Также в прокуратуре в соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации определен день, Всероссийский день приема предпринимателей. Это в первый вторник месяца, по которому любое лицо, предприниматель может обратиться для восстановления нарушенных оспариваемых прав. Мне подсказывают, что звонок давайте примем и поговорим об этом более детально. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, и мы вас слушаем. Алло. Прошу, озвучьте свой вопрос. У меня вот вопрос такой. Я глава крестьянско-фермерского хозяйства. И на протяжении 5 лет прошу у республики Ингушетия, у правительства республики, у главы республики просил дать мне возможность работать для семьи и для республики. Что выдали мне землю под крестьянские фермерские хозяйства. Но мне категорически отказывают. Не ссылается на то, что нецелесообразно содержать, выращивать крупнорогатый скот. Вот вопрос у меня такой. Я обращался и Минсельхоз республики. Они считают целесообразно. Глава Назранского района Латыров считает целесообразно. Председатель АКАРИ считает целесообразно. А почему правительство республики считает нецелесообразным? Нецелесообразным, чтобы я для республики, для своей семьи содержал крупнорогатый скот. Ваш вопрос в том, прошу у правительства КФХ. Но они отказываются, считают нецелесообразным. Ну, нецелесообразно. Мы вас поняли. Вот расскажите, почему так могут ответить, почему нецелесообразно, может, недостаточно скота? Вот хотела спросить. Честно сказать, очень трудно поверить в то, что так считают. Дело в том, что крестьянские фермерские хозяйства работают намного эффективнее, чем ГУПы. В несколько раз эффективнее работают. Конечно, немало таких крестьянских фермерских хозяйств, которые получили земли, потом отдают их в аренду, субаренду и далее, и далее, и далее. И уже есть такие случаи, когда они официально попродавали земли. Вот в связи с тем, что у нас не обеспечен надлежащий учет, да, у нас нет. Мы не знаем даже четко границ хозяйств, не знаем границ между ГУПами и крестьянскими фермерскими хозяйствами. У нас пока вот надлежащего учета земельных ресурсов нет. Ни разу, ни два этот вопрос обсуждался. Возможно, только в связи с этим вот наложено ограничение, но никак не по такой причине, что неэффективно работает. Прекрасно работают крестьянские фермерские хозяйства. Вот рядом вот земля, значит, скажем, слева ГУП, справа крестьянские фермерские хозяйства в 3 раза. 2,5 раза выше урожайность крестьянских фермерских хозяйств, чем у ГУПов. Это факт. Вот, я могу вам только сказать то же самое. Пока вот временно эти все операции, значит, по передаче земель, вот, все это пока приостановлено, если эта работа начнется, пожалуйста, обращайтесь, мы постараемся вам помочь. Мы вас поняли. Мне бы хотелось продолжить тему. Мы говорили ранее о том, как составить жалобу в прокуратуру. Вот расскажите нам об этом. Да, как я объяснил, определен Всероссийский день приема предпринимателей, в который может прийти любой предприниматель с заявлением, точнее, его прокурор непосредственно выслушает, примет от него заявление и, соответственно, даст соответствующее поручение проведения той или иной проверки. Ну, таких случаев у нас в республике очень мало. Я не знаю, может, предприниматели более не хотят связываться с теми или иными органами, боятся на то, что они будут как-то замечены, что у них будут какие-то проблемы. Но абсолютно нет. Прокуратура в любое время готова помочь, оказать содействие, юридически подготовить соответствующее обращение
и провести соответствующую проверку. Непосредственно, если это в компетенции прокурора, то или в случае направления данного обращения в той или иной орган, оно будет особенно на контроле. Почему? Потому что это мы в полугодие, даже ежемесячно отчитываемся в Генеральную прокуратуру о тех обращениях, которые нам поступали непосредственно по Всероссийский день приема предпринимателей. Говоря о защите прав предпринимателя, скажите, какие чаще всего права нарушаются? Именно к вам, вот, есть ли у вас какие-то в практике интересные дела, вот, которые разрешались в пользу предпринимателя? Ну, чаще касаемо вот этих крестьянских фермерских хозяйств, сейчас более крестьянские фермерские хозяйства более дисциплинированы. Раньше было так, что больше обращались, больше открывали крестьянские фермерские хозяйства только чтобы получить какой-либо грант. Зная о том, что вот такой-то период поступит какая-то государственная поддержка, лицо открывало, регистрировалось в налоговой инспекции, но у некоторых возникали какие-то, либо, может быть, и обиды о том, что он не прошел. Но сейчас уже более лицо пытается вести какое-то хозяйство, и в некоторых случаях Министерство сельского хозяйства тоже как-то, я не знаю, правильнее будет, принимает какие-то, может, меры для решения данного вопроса, но в большинстве случаев, как мы это постоянно сталкиваемся с тем вопросом, что непосредственно поступает информация от уполномоченного по защите прав предпринимателей, что нарушаются права руководителей крестьянских фермерских хозяйств. Ну, соответственно, прокуратура принимает меры по тем или иным вопросам. Как бы вам сказать точнее? Ну, сегодня и прокуратура, и уполномоченные по правам предпринимателей готовы принимать, рассматривать те или иные вопросы, касаемые по вопросу нарушенных прав. А больше вопросов в прокуратуре возникают такие, которые в отношении контролирующих органов, которые проводят плановые и внеплановые проверки. Но вы тоже проводите, да, плановые и внеплановые проверки? Или вам нужно все-таки согласовать свою проверку? Нет, понимаете, мы фактически проводим те или иные проверки в случае возникновения, в случае поступления какого-либо обращения, а также в соответствии с установленным планом работы прокуратуры. Непосредственно прокуратура в случае проведения, если поступает к нам обращение, то мы направляем соответствующие требования в тот или иной орган для проведения проверки. Это может быть и инспекция труда, и Роспотребнадзор, Россельхознадзор, и управление ФАС, те или иные контрольно-надзорные органы, которые непосредственно проводят ту или иную проверку. Мы вас поняли. Мне бы хотелось принять звонок. Мне подсказывают, что есть дозвонившийся до нас. Говорите, здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Я фермер, Кадзуев. Да. Я фермер, занимаюсь фермерским хозяйством, но фактически проживаю на территории Ингушетии, являюсь по прописке являюсь гражданином другой республики. Мне на этом основании отказывают в господдержке. Законно ли? Мы вас поняли. Вот, живет в Ингушетии, но зарегистрирован в другом городе. Расскажите, ему отказывают. Это законно ли вот? Да, он должен быть прописан или хотя бы временно зарегистрирован, должен быть здесь как-то. Если этого нет, то... Где он занимается предпринимателем? Где он занимается? Я не знаю, как он может... Но если он предпринимательскую деятельность ведет на территории Ингушетии, это... Нет, все равно вот это... Понимаете, там с чем связано? Если ему будет оказана грантовая поддержка, то он не имеет права в течение 5 лет закрывать от крестьянских фермерских хозяйств. Соответственно, должны быть какие-то рычаги влияния, если он что-то допустит, нарушение. Поэтому, если завтра он захотел закрыть его, да, то у него этот грант должны изъять, вернуть в пользу государства эти деньги. Многие, не понимая эти вещи, вот, соглашаются на всякие кабальные условия и любыми путями постараются взять этот грант, а сейчас это все жестко отслеживается. Приезжает комиссия даже центрального аппарата Министерства сельского хозяйства, проверяют и реализация, когда сотрудники АБЭП и СКФО, и нашего МВД по Республике Ингушетия как бы плотно этим вопросом занимаются, потому
для того, чтобы можно было как-то потом повлиять на ситуацию, надо, чтобы у него как бы была привязка к нашей республике. Мы поговорили вот с надзорными органами. Мне бы хотелось вас спросить один вопрос. Вот очень часто, выезжая на различные выезды, вот как съемочная группа, к предпринимателям, многие отказываются освещать свою деятельность, ссылаясь на то, что контрольно-надзорные органы наведаются к ним в гости, и у них начнутся проблемы. Можем ли мы говорить о том, что на благоприятную среду предпринимателей влияют все-таки вот эти излишние проверки, и вот чем может навредить контрольно-надзорный орган предпринимателю? Скажите. Вы знаете, это вот очень спасибо за вопрос, хороший вопрос. Да, я сам вот слышал даже такой разговор, как после того, как я там направил, значит, мне позвонили, сказали, о каком фермере, предпринимателе можно бы рассказать, я дал адрес, и тут слышу, вот все надо, вот руководитель районной службы налоговой говорит, надо направить туда проверку. Я говорю, о чем вы говорите, какую проверку надо направить? Мы что, для этого показываем как бы наших лучших предпринимателей? Наверное, такие случаи имеют место. Вот смотрите, предприниматель работает, у него может быть какие-то там могут быть нарушения какого-то рода. Может быть, он, значит, правила техники безопасности не соблюдает, может быть, нет униформы, да. Но не все зарегистрированы, не все стоят на учете, не все, кто-то работает легально, нелегально работает. И поэтому это опасается. Конечно, тому, кто работает, правильно работает и соблюдает все законы и нормы, ему бояться нечего. А те, кто так полулегально, они, конечно, стараются быть в тени. А вот как вы проверяете эту деятельность осуществления? Плановые и неплановые проверки интересуют? Расскажите про них. Выезжаете ли к этим предпринимателям? Вот, смотрите ли, как они осуществляют свою деятельность? Добросовестно ли работают? Ну, это нас не касается. Что касается плановой и неплановой проверки, это регулирует прокуратура республики. Надо сказать, с того времени, как Генпрокуратура России взяла на контроль этот вопрос, количество проверок сократилось почти в 2 раза. Ежегодно более 40% проверок, тех, кто заявляет контрольно-надзорные органы, прокуратура республики отклоняется. Поэтому в этом плане работа у нас выстроена очень, очень даже неплохо выстроена. Но, конечно, умудряются, значит, наши надзорные структуры проводить проверки, типа это рейдовые мероприятия, по поручению, скажем, там, если вышестоящий Роспотребнадзор, значит, может дать поручение, может прокурор генеральный дать поручение. Ну, как вот известные вот были операции, связанные там, значит, с маркировкой шуб. Вот такого рода бывает, а в основном количество проверок значительно уменьшилось. Вот почему это могло произойти? Потому что, как мы говорили ранее, все-таки добросовестно относятся к бизнесу, да, вот предприниматели. Или вот, ссылаясь на количество проверок, они видят, что их деятельность под надзором и не хотят проблем с законом? Нет, почему? Сегодня любая плановая, внеплановая проверка, точнее плановая и внеплановая проверка, она согласовывается с прокуратурой. Большинство случаев, да, проверки, некоторые проверки, которые не соответствуют тем или иным требованиям, они отклоняются. Большинство случаев бывают такие проверки. Вот у нас в 2019 году были заявления о проведении внеплановых проверок, которые поступали от Россельхознадзора. Это непосредственно в отношении крестьянско-фермерских хозяйств, которые использовали земельные участки не по целевому назначению. Это непосредственно, ну как сказать, загрязняли ту территорию, которую они использовали для пахоты. И, ну, именно вот в этих случаях, да, прокуратура могла согласовать проверку, где были непосредственно в тех или иных участках несанкционированные свалки. Такие моменты у нас были. Непосредственно тот или иной орган выезжал на проверку, если факты подтверждались, то те принимали меры для устранения тех или иных нарушений. Расскажите, в каких случаях вы можете проверять предпринимателей? Есть ли у вас какие-то определенные требования к проверкам, методы какие-то своей работы? Ну, понимаете, любая плановая, внеплановая проверка, она согласовывается, как я сказал, с прокуратурой в соответствии с 294 законом. Большинство случаев в республике проверки проводят контрольно-надзорные органы. Мы направляем, если поступает обращение, заявление о нарушении тех или иных прав, прокуратура направляет требования о проведении проверки, о результатах которых тот орган, который проводит проверку, направляет соответствующую информацию для принятия мер.
так, чтобы сказать, что прокуратура проявляет инициативу, проводит какую-то либо проверку, захотелось провести проверку, такого нет. Только в случае возникновения, в случае нарушенных прав того или иного лица. Мы вас поняли. Мне бы хотелось вас, как уполномоченного, спросить, расскажите, в каких случаях можно проверить предпринимателей? Ведь не только прокуратура проверяет, какие еще органы вот такими полномочиями обладают. И вот есть ли какие-то требования к проверкам? Какие документы при себе должны иметь предприниматели? Но это Что касается проверки, они могут быть в случае, если контроль надзора, вот, в плане, если эта проверка стоит, да, в плане проверка стоит, только в этом случае можно пойти проверить предпринимателя. Второе, возникла ситуация, угроза жизни, здоровью, безопасности, да, людей, да, окружающей среды, тоже чрезвычайная ситуация может. В рамках устранения ранее выписанного предписания, если оно не устранено, только в этих случаях можно проверять предпринимателей. Ну и, как я сказал, возможно, рейдовые мероприятия проводятся. Как вот я говорил касаемо маркировки товаров. Кстати говоря, вот с 1 марта, значит, группа, значит, по 10 видов товаров, одежда, обувь, парфюмерия, сигареты, значит, спиртное, шубы, меховые изделия и ряд других таких изделий до 10, вот с 1 марта они все подлежат обязательной маркировке. И вот я, пользуясь случаем, хочу обратить внимание предпринимателей, чтобы они знали это дело. В случае, если выявятся немаркированные товары на сумму до 500 тысяч рублей, будет штраф. Свыше 500 тысяч, возможно, уголовное дело. Пусть обратят особое внимание и своевременно возьмутся и займутся этим делом. Мы вас поняли. У нас, мне подсказывают, что на звонок. Давайте его примем. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, и мы вас слушаем. Говорите, вы в прямом эфире. Ага. Алла мехтал алишия. Сядь, алишия Алла мехтали. Ага, да, сядь, умерк вахаж, да, умерк руховусу. Я сельское хозяйственный вопрос, да, хастер. حدث على الدخان. حضرتك الشركات حمد عشنا نغبي. Да, говорите. الشركات حمد عشنا نغبي عن سيق ملا يشدو كاخد حمد برمانة سيجش تطوردو ملا حم خوش ملا بعد. تشر بوغلو أبعد نستيتي سناغبي عن حمد الله هيك يعط إيش إيش. Мы вас поняли. Вы отдавали документы и как-то вы про разъяснительную беседу говорите, да, или как? В чем вопрос? Нет, спрашивают, документы, какие документы должны быть подаваться и кто их должен объяснять? Мы вас поняли. Вот расскажите, вот я поняла суть этого вопроса. Люди подают документ, да, определенный, и когда уже идет это распределение, их документы просто откладывают в сторону только из-за того, что какого-то перечня там не хватает. Обязаны ли сотрудники как разъяснять необходимый пакет документов, какую работу должны проводить? Конечно. Они должны были, принимая документ, в течение 5 дней дать ответ на то, что данный человек не представил тот или иной документ. Но, значит, это делается только для чего? Потом они эти папки перекладывают с одной на другую, перекладывают. Видимо, пытаются с кем-то договориться, потому что разговоров ходит очень много, очень много. Вот я работаю, 7 лет работаю уполномоченным, 7 лет слушаю такие эти разговоры, слышу, что там кто-то с кем-то договаривается, но конкретно никто с заявлением не приходит, не обращает ни в прокуратуру. Более того, когда вопрос доходит до серьезного, были случаи, когда забирали заявления, обращения свои, и такие случаи у нас бывали. Конечно, они обязаны были по ходу посмотреть сразу, по крайней мере, конечно, качество исполненных документов сложно сразу будет, но, по крайней мере, посмотреть, все ли документы на месте или не все документы, сказать, у вас еще одного документа не хватает, для того, чтобы это проверить, достаточно 2-3 минуты, наверное, да, чтобы проверить. Это должно происходить на месте, да? На месте, сразу. Однако вот наши вот, значит, уважаемые сотрудники Министерства сельского хозяйства работают по-другому. Просто берут эту папку, складывают, и потом перекладывают и туда или сюда, в зависимости, я не знаю, по каким они вот примерно критериям. Так нарушено право, да, получается? И что делать, куда обращаться, если твои документы уже отложены? Получается, ты выходишь из списка автоматически. Если предприниматель об этом узнал, ему надо обращаться к уполномоченному или к прокурору. Да. Если они к нам обратятся, мы быстро сделаем запрос и
как бы наведем в этом деле порядок. Но они узнают об этом уже тогда, когда гранты распределены, и что они остались за бортом, и, ну, какой толк от того, что... Да, мы пытались даже и вдогонку, 1-2 раза там пытались наказать, как-то, ну, что это дает? Данное обращение, фактически данные обращения рассматриваются не как по 59-му закону, а по предоставлению государственных услуг. Там срок рассмотрения обращения 15 дней. Непосредственно лицо, вот, как сейчас заявил об этом уполномоченный по правам предпринимателей, лица больше обращаются уже после, когда уже все вопросы уже невозможно рассмотреть надлежащим образом заявление. Почему? Потому что гранты уже могут быть выданы, и лицо только может, прокуратура может рассмотреть только тот вопрос, порядок подачи и рассмотрения данного. Но лицо может также обратиться и тому лицу, который непосредственно принимает эти заявления, где эту информацию может также получить дополнительно. Она может быть именно размещена на официальном сайте, а также может быть и стенд, где эта информация у них располагается. И также это чтобы для того или иного лица, чтобы он быстрее собрал эти бумаги, не ждал, чтобы он потом мог, он говорит, что я по-любому обращусь и в прокуратуру, что мои права будут нарушены. Если он хочет получить грант, он маленько должен почитать, посмотреть, там определенный. Но все-таки, если инцидент возник, в этом случае, конечно, да. Помочь? Конечно, можно помочь. Любое обращение будет рассмотрено, как и уполномоченным по защите прав предпринимателей, так и прокуратурой. Мне бы хотелось спросить у вас еще один вопрос. Вот борьба с коррупцией в сфере предпринимательства — это тоже очень важно. Мне бы хотелось об этом поговорить. Расскажите, как часто встречается именно вот этот вопрос и как его разрешить? Ну вот больше по вопросу коррупции мы к этому идем, что вопросы возникают, как могут быть возникать. В настоящее время таких моментов у нас не наблюдается. Непосредственно, может, лица не обращаются. Это дача взятки при получении того или иного гранта. Лицо, когда уже непосредственно пытается воздействовать на то или иное лицо, что, о том, что мы тебе поможем, только скажи, чем ты нам можешь помочь. Но таких моментов у нас, конечно, пока не озвучено, и нет таких моментов, таких фактов. Но по данному случаю прокуратура непосредственно эти моменты отслеживает. И любое лицо, если обратиться, оно будет непосредственно принято меры прокурорского реагирования. Я бы вот Что можете добавить? Да? добавил бы. За время работы только вот один случай был, когда предпринимателя, группа сотрудников правоохранительных органов, да, вымогала деньги. Вот он принципиально пошел до конца, и несколько человек получили, серьезные сроки получили, и сегодня они, по-моему, отбывают это наказание. Как правило, у нас вот получается, что не идут люди до конца. Не знаю, мне кажется, все-таки надо уметь за свои права и постоять надо уметь. Надо уметь это сделать. Вот еще вот я бы, вот, пользуясь случаем, один момент касаемо вот приема документов, да, мы подготовили письмо в адрес главы республики с тем, чтобы вообще гранты, значит, распределение грантов, значит, забрать у Министерства сельского хозяйства, чтобы не принимались они там, эти гранты. Дело в том, что как только начинается прием документов, да, и до их распределения работа Министерства сельского хозяйства частично парализуется. Это не связано, скажем, с работой нынешнего министра или предыдущего. Это так было всегда, на моей памяти было. Вот они все там как бы вокруг этого бегают, занимаются этими вопросами. Вот. Я не говорю там самые первые руководители министерства, вот такие исполнители. Вот. Поэтому, на мой взгляд, было бы целесообразно перенести эти документы, прием документов, скажем, убрать из этого здания, отвести на место, чтобы там комиссия была, значит, состояла из общественников, скажем, из представителей, может быть, антимонопольной службы, из, это самое, касаемо аппарата уполномоченного, может быть, не знаю, торгово-промышленной палаты, хотя мы очень не хотели бы входить в эту комиссию, я прямо скажу. Вот. Мы на эту тему говорили с заместителем руководителя антимонопольной службы с Рамзаном, говорили, что надо регламент поменять, надо сделать так, чтобы
все это отрабатывалось, и никаких вопросов у людей не возникало касаемо вот этого. Надо вот такую У работу нас, делать. к сожалению, подошло к концу эфирное время. Дорогие телезрители, мы сегодня говорили о защите прав предпринимателей. У меня на этом все. Я вам говорю спасибо за то, что приняли участие. Всего доброго и до встречи в эфире.